Здравствуйте, это программа «Интервью», я ее ведущая Татьяна Донцова. И сегодня мы пригласили гостя в студию, это руководитель Хакасского управления Федеральной антимонопольной службы России Ксения Лебедева. Здравствуйте, Ксения Александровна. Здравствуйте. Ксения Александровна, скажите, тема сегодняшнего дня, которая волнует, если не всех, то многих, это тарифы на пассажироперевозки. Вы уже принимали решение, ваше ведомство принимало решение по черногорским, по сайногорским перевозчикам, сейчас у нас уже абаканские повышают. Расскажите, пожалуйста, какие меры предпринимаются? Да, на самом деле мы уже рассмотрели два антимонопольных дела о нарушении законодательства о защите конкуренции. В частности, мы предусмотрели о том, что у нас в республике, в городе Черногорске и в Сайногорске было два акта нарушения законодательства. Это со стороны перевозчиков, осуществляющих перевозки в городе Черногорске и в городе Сайногорске. Мы посчитали, что там было необоснованное заключено соглашение между перевозчиками, которые в нарушение всех норм закона увеличили стоимость проезда, кто на 3 рубля, кто на 2 рубля поднял стоимость платы, совершенно необоснованно и незаконно на тот период. Поэтому вынесли решение, признали их нарушившими законодательство, вынесли предписание. В настоящий момент по Сайногорску у нас состоялся судебный акт, суд подтвердил, скажем так, те нарушения, которые антимонопольная служба установила, сказал, что да, действительно был акт сговора, и привлек, соответственно, к административной ответственности. Там на каждого перевозчика получилось по 20 тысяч рублей, поскольку они индивидуальные предприниматели. Аналогичным образом мы поступили и по городу Черногорску, такое же состоялось решение, мы привлекли к административной ответственности, единственное, что там еще не состоялось судебное рассмотрение. Кроме того, буквально совсем недавно мы получили информацию от одного из перевозчиков в городе Абакане, который увеличил размер платы по маршруту номер 18 на проезд с 16 рублей до 18 рублей. Все мы знаем о том, что у нас существует предельный размер тарифа на пассажирские перевозки на внутримуниципальных маршрутах, который составляет не более 16 рублей. Данный перевозчик увеличил плату. Мы, когда начали разбираться, первое заявление, уведомление поступило нам. Мы посмотрели о том, что данный перевозчик не имеет всех документов, которые я уже могу сейчас об этом говорить, поскольку мы получили ответ от администрации. Данный перевозчик не имеет тех документов, которые подтверждают обоснованность проезда и перевоза пассажиров по нерегулируемому тарифу, поскольку у него отсутствует свидетельство на право перевозки пассажиров по нерегулируемому тарифу и карта маршрутов. Карта маршрута у них есть, но свидетельство отсутствует. Почему отсутствует свидетельство? Потому что законом 220 ФЗ, который сейчас регулируется пассажирские перевозки, были внесены изменения. Изменения касаются как раз работы немножко иной, нежели чем проводилась работа по предыдущему законодательству. Сейчас перевозчик вправе изменять тарифы. Эти переходные положения, которые говорят о том, что если был заключен договор на период, допустим, 2020-2019 года, то такой перевозчик не вправе увеличивать размер платы. Он должен ездить по тем же тарифам, которые были установлены в период, когда он был выбран и отобран на право данного проезда. Поэтому предварительно мы видим здесь признаки нарушения. Соответствующие материалы мы направили в Госкомитет по тарифам энергетики в отношении данного перевозчика, который уведомил о повышении в городе Абакане. Будут приниматься меры, привлекаться к административной ответственности за нарушение порядка ценообразования. Я бы здесь, наверное, порекомендовала органам местного самоуправления очень тщательно подходить к выбору и установлению как раз реестра этих маршрутов. В первую очередь нужно конкретно определиться, будет это работа по регулируемым либо не по регулируемым тарифам, тогда, когда они утверждают схему маршрутов проезда, когда этот реестр составляется, когда идет планирование маршрутной сети в городе. Очень тщательно к этому подходить. Мне очень понравился подход Министерства транспорта Республики Хакасия, каким образом они формировали свой реестр. Вы знаете, они не пошли пути нерегулируемых тарифов, они пошли как раз наоборот. Они пошли по регуляции. И проблем пока здесь нет. Я понимаю, что, наверное, еще рано об этом говорить. Возможно, там были договоры долгосрочные, и нет необходимости пока какие-то меры вносить. Но, тем не менее, такого ажиотажа, который у нас получился в Сайногорске, в Черногорске, который назревает в Абакане, его не произошло. И за это, наверное, большое спасибо скажут жители нашей республики, для того, чтобы наши предприниматели не злоупотребляли. К сожалению, есть риск, есть проблема
этих вот перевозчиков, они все говорят о том, что им не хватает того тарифа, который установил регулирующий орган, его недостаточно. Но, тем не менее, никто из них на протяжении, наверное, 4-5 лет не обращался в этот регулирующий орган для повышения этого тарифа, либо его каким-то образом корректировки. И буквально, знаете, вот в этом году и буквально на предыдущем заседании правительства мы установили 10% рост платы за пассажироперевозки по межмуниципальным маршрутам. Но это 10%, они говорят, это их не спасет, им нужно как минимум 2 раза увеличивать этот размер. Но, тем не менее, никто не обращается. Я делаю вывод однозначный здесь, поскольку вы не обращаетесь, значит, вам всего хватает. Либо они просто не могут обосновать этот тариф. Ксения Александровна, вот продолжая тему о ценах, не секрет, что торговые организации берут сборы поставщиков продукции за то, чтобы продавать товар на своих полках. Правомерно ли это и есть ли рычаги воздействия вот на продавцов? В настоящий момент внесены изменения в закон о торговле, они такие достаточно большие, в 381 федеральный закон поправки, очень глобальные. Как раз они регулируют вот вопрос сбора средств за право попасть на полку в торговой сети. Это сейчас, если раньше это был 10% размер взноса, то сейчас это 5%. То есть как-то вот здесь законодатель отрегулировал. Причем запрещено брать плату за право попасть на эту полку. Раньше это было возможно, рекламные какие-то, маркетинговые акции тоже здесь запрещены. Но допустил законодатель возможность подготовки товара к продаже и, соответственно, за это брать плату, но она не должна зависеть от разного рода количества, допустим, поставляемого товара в торговую сеть. То есть это должны быть разовые какие-то договоры, которые будут оказание услуг, к примеру, называться. Соответственно, они не будут таким глобальным образом влиять на размер платы и за право попасть на эту полку. Вот это вот такие большие изменения, которые были внесены в закон, и мы считаем, что это все-таки позволит сетям здесь не злоупотреблять и не накручивать бешеную плату. Кроме того, если раньше мы знаем о том, что существует проблема у наших продавцов попасть на рынок, вообще, в принципе, на торговую сеть, на эту полку, то сейчас как бы предусмотрели такой механизм размещения информации на интернет-сайте, как торговая сеть должна разместить информацию о том, какие у нее условия для заключения договора поставки товаров. Аналогичные условия должен разместить и поставщик поставляемого товара. То есть, причем контролерами будем мы, и там штрафы достаточно большие, начиная от 2 миллионов рублей за неразмещение этой информации. Поэтому, может быть, вот такого рода информационный раздел и такой повод для того, чтобы не злоупотреблять на этих рынках, кажется нам, что будет такой весомый толчок для того, чтобы не нарушать законодательство. Государственные и муниципальные организации участвуют в госзакупках. Какие нарушения чаще всего антимонопольная служба выявляет вот в этих направлениях? Есть ли, может быть, у вас уже список злостных нарушителей? Ну, таких списков мы не ведем, но, тем не менее, какая-то картина, в общем, складывается у нас по работе в Республике Хакасия. Вы знаете, нет, скажем так, таких прям очень злостных нарушителей, которые специально это делают. Конечно же, они есть, но они такие, единичные случаи. Как правило, нарушают большинство законодательства, это органы местного самоуправления. Мы это, в первую очередь, связываем с незнанием закона, к сожалению, несмотря на то, что мы предпринимаем здесь шаги по разъяснению законодательства, рассказываем о том, как не допускать нарушений, но, тем не менее, они происходят, как, наверное, в любом нормальном правовом государстве, без ошибок мы не научимся делать все правильно. Но, тем не менее, мы в основном рассматриваем жалобы за, например, на нарушение, в частности, при определении победителя, это необоснованный допуск, либо отказ в допуске участников к данным закупкам, либо это доводы на процедуру формирования документации. Очень много у нас сейчас приходит жалоб в части закупки медицинского оборудования у нас и лекарственных средств, очень много жалоб. Судя по нашему диалогу, у вас работы хватает. Расскажите, может быть, самые громкие дела, которые вот рассматривала ваша служба и по которым принято решение конкретно. Ну, я рассказывала уже, вот сегодня про перевозчиков. Все мы помним про дело обязательного страхования автогражданской ответственности. Тоже большой пласт проблемы был поднят нашей службой. Очень много дел мы рассматриваем на рынке сговора между хозяйствующими субъектами, конкурентами между собой. Сейчас, допустим, в рассмотрении у нас имеется очень хорошее дело по злоупотреблению доминирующим положением на рынке поставки
сигарет. Да, тоже такое как бы интересное дело. Тогда, когда нашего поставщика оптового, который у нас на рынок республики поставляет данную продукцию, ограничили, и просто тот оптовый продавец не отпускает товар. Соответственно, он не может реализовать нашим розничным продавцам. Решение мы практически приняли, уже заключительный этап, но тем не менее дело очень интересное. Мы считаем, что мы здесь все-таки восстановили нарушенные права хозяйствующего субъекта, с ним наконец-то заключили договор, и я думаю, что он вернется на рынок, будет приносить определенный доход в бюджет республики. Ну, еще масса дел, допустим, в отношении органов местного самоуправления, которые устанавливали плату за аренду земельных участков в зависимости от вида деятельности, которым занимается тот или иной предприниматель. Допустим, если у меня стоит СТО, то я плачу за землю 5 рублей, а если вы торгуете продуктами питания, то вы будете платить 10 рублей. Мы считаем, что так не должно быть, неважно, чем занимается предприниматель на этом земельном участке, он все-таки должен платить какую-то одинаковую плату. Земля, она есть земля, и неважно, чем ты там занимаешься, она будет ценой одной. Все вы знаете о том, что мы сейчас работаем в том числе на рынке и с учетом тарифной политики, да, которую все вы знаете, потому что нам дали полномочия сейчас и контроля за тарифами принимаемые. Мы сейчас, наша служба, буквально в каждом заседании правления Государственного комитета по тарифам энергетики принимаем участие. Центральный аппарат изменил и меняет подходы в целом к данной работе. Допустим, планируется к принятию новый федеральный закон, который изменит вообще всю тарифную политику. Планируется перейти от метода затратного в части обоснования тарифов. Мы хотим, чтобы это был метод сопоставимых рынков. То есть даже тот процент прибыли, который предусмотрен сейчас в законодательстве, 5%, он может быть отрегулирован в том числе при принятии тарифов на следующий период, в зависимости от того, как предприятие поработало предыдущий год. Потому что, как правило, вот этот затратный метод, который регулировал затраты, плюс какая-то себестоимость, плюс определенный процент инфляции, он себя вообще не оправдал, поскольку мы видим только рост тарифов. Абсолютно ни о какой экономии не идет речь. Наша служба считает о том, что все-таки нужно отходить от этих подходов, нужно их менять. И если, допустим, законодатель предусмотрел 5% размер прибыли для организации, то его нужно устанавливать в зависимости от того, как ты поработал предыдущий год. Сократил ли ты расходы, провел ли ты процедуры, допустим, торгов по сокращению издержек на закупку материалов и прочее, прочее. То есть и все это будет учитываться. По крайней мере, такой законопроект практически готов. И мы думаем, что это даст какой-то толчок не только к увеличению роста и его росту, да, тарифов, мы все-таки думаем, что здесь будет какой-то баланс, и, возможно, будет они снижаться. Ну что ж, спасибо, Ксения Александровна, за ваши исчерпывающие ответы. Спасибо, что вы сегодня к нам пришли. Напомню, что у нас в гостях сегодня была руководитель Хакасского управления Федеральной антимонопольной службы России Ксения Лебедева. До встречи.